Здравствуйте, друзья! 5 марта 2022 года, после моих ряд видеообращений с осуждением фашистских действий российской власти, оживились русские нацисты. Да, я считаю, что всех, кто сейчас поддерживает войну, они по сути и есть фашисты. Каждый человек, независимо от того, кто хочет, независимо от того, какие у него есть оправдания, каждый человек, который поддерживает войну, это и есть фашист. Я как пацифист против любой войны. Даже в Карабахе, видели, осуждал азербайджанские власти и защищал армянское меньшинство. То есть без войны можно решить буквально все. Убийство людей не делает чести никакой власти. Точно так же я считаю, что Путин убийца. Его солдаты умирают. Уже 10 тысяч, их завалили там украинцы. Да, это оккупанты, их завалили. А вот российские власти, там оказалось, смотрите, вот сейчас похоронки начали прибывать. Почему нахрен умирают национальные меньшинства? Дагестанцы, лакцы, чеченцы, казахи, татары. Большинство видео шлют именно представителями национальных меньшинств, которые пошли в защиту. И большинство пленных русских армий, они говорят, что они не знали, что их обманули. Значит, точно так же наши власти могут врать и обманывать, а потом отправить, сказать: ой, вы оказались в Украине, или где там еще имперские амбиции Путина могут завести куда наше ОДКБ или что. Это да, друзья, ОДКБ стала не защитным блоком, а блоком агрессивный, скажем, нападающий и уничтожающий цивилизацию блоком стала. И мы это видели, отработку его видели именно в Казахстане в январе, и дальше пошло. Друзья, что я могу сказать? Говорят, вы же поддерживали Путина в Сирии, главный друг. Да, я поддерживал Путина в Сирии. Потому что в Сирии официальная власть диктатора Башара Асада пригласила, а остальных всех не приглашала эта официальная власть. Хороша, плохо ли? Это официальная власть. Против официальной власти, когда выступаешь, ты поступаешь противозаконно. Сейчас официальная власть, именно власть Зеленского, поступаешь неправильно. Я тогда еще поддерживал, хотел, чтобы казахстанская армия тоже участвовала вместе с войсками Путина в Сирии. Надо тренироваться в городских ландшафтах, таких местах, тренироваться, как воевать. Теперь только наши власти осознали, что затупили, что не отправили наши войска в Сирию. Надо было там учиться, тренироваться. Вот оно поле. Понимаете? Спасибо. С вами был Бахытжан Кокбаев.